несколько лет, как распался Советский Союз, и Туркменистан стал независимым государством. Однако, на первый взгляд, здесь почти ничего не изменилось. Все так же спокойны улицы Ашхабада, неторопливы и степенно ашхабадцы. По-прежнему гостеприимен этот город. Есть места, где можно возлежать на топчине, утолить в тени жажду душистым зеленым чаем. Не из котла или бочки, а настоящим, в маленьком чайничке, который заварят прямо при тебе. Вертятся на мангалах ароматные шашлыки и кебабы. То, что иной раз можно съесть у нас на улице, жалкий суррогат в сравнении с этим. И жители Туркмении радушны, как и в прежние времена, независимо от национальной принадлежности. Пригласят в гости, угостят, с удовольствием предадутся с тобой неторопливой беседе. Однако при ближайшем рассмотрении постоянно сталкиваешься с приметами жизни на новый лад. Одна из наиболее существенных – национальная валюта. А вот с введением маната что-нибудь изменилось в экономической жизни? Ну, я даже не знаю, как сказать. Наверное, скорее всего, потому что манат — это наша своя денежная единица, которая, наверное, скорее всего, котируется на мировом рынке. Большинство же настроено куда более скептически. Кусаются цены на столичном рынке. Многие из людей по привычке называют манаты рублями. Что морковку покупаете, а? Там вот 15 рублей же. Это беспредел. Самый настоящий. Вы имеете в виду манат? Ну, конечно, манат. 15 манат, разве это дешево? На мой взгляд, удобнее было с рублями, конечно. И оплата шла так более-менее хорошо раньше. Сейчас с этими манатами всякие трудности по оплате, там, по переводу. Я думаю, что это очень большой проигрыш. Да? Да. Почему? Ну, потому что слишком большая разница между... В общем-то, можно сказать, что в нашей республике сейчас как будто два мира. Тот мир, который живет на манаты, и тот мир, который живет на другие деньги. В общем-то. И это очень большая разница, потому что, в общем-то, некоторые получают очень большие деньги, а некоторые получают 2-3 доллара в месяц. Это практически на них невозможно жить. Вообще-то сразу после введения национальной валюты 1 доллар стоил 2 маната. Курс этот оказался нереалистическим и потому долго не продержался. Сейчас он устанавливается Центральным банком Туркменистана и летом составлял около 60-80 манатов за доллар. Таким образом приблизился к курсу черного рынка. На черном рынке за 1 доллар дают около 100 манатов. Практически цена национальной валюты определяется сверху, административно. Торги толком не проводились. Обменные пункты при банках продавали рубли или доллары лишь в считанные дни. Все остальное время они готовы покупать, но не продавать иностранную валюту. Обмен на черном рынке квалифицируется как нарушение правил валютных операций и карается по закону. В этой связи в Туркменистане бытует шутка, что обменный курс маната к доллару составляет от 3 до 8 лет. Ситуацию с национальной валютой прокомментировал для нас глава крупнейшего акционерного коммерческого банка Туркменистан Сейитбай Кандымов. Если перспектива манат говорит, он в конце, я как сказал, 95-го года подойдут к курсу, что 1 доллар будет к 2 манат, даже 1 к 1 будет. Если мы нормально научимся реализовать то, что производим. 6 видов продуктов первой необходимости продаются в Туркменистане по субсидированным государством ценам. Хлеб, например, стоит 20 тенге. Это 20 наших прежних копеек. Мясо продается по талонам и стоит 8 манатов за килограмм. Можно приобрести 2 килограмма мяса в месяц на человека. Если же отправиться на рынок, то картина окажется иной. Даже пучок зелени не покажется дешевым. А килограмм баранины, наиболее употребляемого здесь мяса, стоит четверть минимальной месячной зарплаты. И по сегодняшний день, как и прежде, туркмены, особенно сельские, живут в значительной степени за счет натурального хозяйства. Едят лишь домашний чурек, даже в городских условиях многие держат верблюдов. То, что в семьях традиционно много детей, а под одной крышей живут зачастую представители 3 поколений, позволяет справляться с подсобным хозяйством. Президент Ниязов поощряет возврат к национальным корням и считает, хотя и сам долгое время был первым секретарем Центрального комитета Компартии Республики, что туркменский народ должен освободиться от навязанного ему марксизма-ленинизма.
Справедливости ради отметим, что перемены в Туркменистане не сопровождались бурной антикоммунистической кампанией. В Ашхабаде, правда, избавились от культовых памятников Ильичу, сохранив при этом скульптуру по проекту архитектора Карелина 24 года. Туркмения, наверное, единственная республика, где не воссоздана коммунистическая партия. Ее пытались воссоздать бывший редактор журнала «Коммунист» Туркменистана Йомут Хаджаев, бывший работник народного контроля Базар Ялкабов и политолог Джума Караджаев, но не смогли зарегистрировать организацию в Министерстве юстиции. Выделяется довольно много участков земли под жилищное строительство, однако получить их непросто. Этот берег Каракумского канала имени Ниязова, прежде канал носил имя Ленина, еще 5 лет назад был совершенно пуст, а сейчас бурно застраивается. Правда, до сих пор стоят в Ашхабаде в районе, именуемом Хитровкой, бараки, которые были предназначены к сносу еще в 60-е и 70-е годы. Большие проблемы с водой. Во многих ашхабадских кварталах, особенно в новостройках, жители верхних этажей могут набирать воду из крана лишь в ночное время, недостаточно силен напор. Горячая вода есть лишь в немногих районах Ашхабада. Большинство жителей всю жизнь обходятся холодной водой. Впрочем, в этом нет ничего нового. Так было всегда. В провинциальных вилаятах ситуация еще хуже. Долгие годы экономикой управляла Москва. Уровень интеграции с Россией и с другими республиками очень велик. На Ашхабадском заводе нефтяного машиностроения установками слива-налива нефти забиты склады. 90% продукции производилось для других республик Союза. Завод, правда, не простаивает. Держится на плаву за счет производства товаров для местных нужд. Тут и ограды для могил, и печки для обогрева домов газом, малый сельхозинвентарь. Однако основная продукция, промышленные вентиляторы градирни для химической и нефтяной промышленности, не востребованы. Сложности с платежами, как плата за независимость. Все-таки связи с Россией у нас очень уже закоренились. И нам, наверное, легче сегодня работать с Россией, нежели, скажем, даже сейчас сегодня с соседним государством, Ираном и ближайшим, так как у нас даже на сегодня, скажем, нет даже железнодорожных путей, скажем, хороших автомагистралей, чтобы вести большую такую торговую работу, скажем, с ними. Несмотря на то, что зарплаты на заводе выше средней по Туркмении, рабочие с грустью вспоминают о старых временах. При партократах легче было жить. Тогда и рубль был, между прочим, его положить можно куда-то. Вот с этой стороны плохо. Что нельзя, инфляция все съедает. Ослабление связей с Россией привело к небывалой активности Турции и Ирана в Туркменистане. Строятся фабрики, шикарные пятизвездочные гостиницы. Своими силами и при помощи восточных соседей возводятся мечети, которых в советское время здесь почти не было. Не жалеют здесь средств и на дорогостоящие проекты. Французская фирма «Буик» будет строить под Геоктепе мемориальный парк, мечеть и крепость. Это обойдется туркменской казне в 700 миллионов франков. Ставка делается на богатые газом недра. Экспортируя сырье, обеспечить будущее процветание. Такова линия властей. За образец берется кувейтская экономическая модель и турецкая политическая система. Во всяком случае, на бытовом уровне об этом говорят многие. После приобретения независимости, вообще-то, нам казалось, что все пойдет гораздо лучше. В каком плане? Значит, республика имеет свои богатые ресурсы. Значит, нефть, хлопок, газ. И я думаю, что можно было бы их использовать так, что не было бы такой ситуации, какая сложилась на сегодня. На сегодня экономика в очень тяжелом состоянии. И вообще, если так широко обсуждать, я скажу так, законы, которые у нас сейчас приняли в Туркменистане, хорошие законы. Значит, все законы о предпринимательстве приняты, о собственности приняты. Но на мой взгляд, как я работаю в предпринимательстве все время с начала его создания, эти законы не работают. Потому что если бы эти законы работали, тогда бы у нас, наверное, было бы гораздо лучше положение. Все есть, но нужно... И сам президент, я вам скажу, когда он выступает везде по телевидению, он всегда говорит о предпринимательстве, о том, что нужно это вводить. Он полностью понимает, казалось.
Но когда идет вопрос уже претворения в жизнь его идей, что о чем он говорит где-то на местах, все начинает останавливаться. Ничего нельзя сделать, все на местах, есть власти. Началась приватизация мелких предприятий численностью до 100 человек. Однако и после приватизации 51% предприятий останется в руках государства. Президент Туркменистана Сапар-Мурат Ниязов чрезвычайно активен в установлении связей с западными странами. Иногда, сквозь зубы, как бы критикуя президента Туркменистана, западные деятели говорят о том, что свобода – это тот идеал, к которому следует стремиться. Однако запах газа манит их в этот регион. Есть уже даже совместные туркменско-аргентинские компании, не говоря о совместных предприятиях с европейскими странами. Реальный объем иностранных инвестиций неизвестен, но, видимо, пока он невелик, ибо без лицензирования, без прохождения через чиновничье сито экономическая активность иностранцев невозможна. Зарубежное проникновение, однако, мало меняет традиционный образ жизни и патриархальный уклад. Видимо, в этом сила традиционного общества. Оно как бы приспосабливает все перемены под себя. Будь то религиозный праздник Курбан-Байрам или же новые туркменские праздники, День скакуна, День дыни, их празднуют похоже. Режут барашка, жарят шашлыки и кебабы, готовят плов, варят пахучий ароматный суп-шурпу с бараниной. По-настоящему туркмены отводят душу и дают волю страстям на скачках ахалтекинцев. Здесь ценят беседу за трапезой, под открытым небом. Старики же по-прежнему окружены в туркменском обществе уважением. В 1881 году часть племени текинцев оказала при взятии Геоктепе ожесточенное сопротивление войскам генерала Скобелева. Именно их память и предполагается увековечить строительством мемориального парка, мечети и крепости. Другие племена туркмен – Йомуды, Эрсары, Алили, так же, как и часть текинцев, добровольно перешли под российский протекторат. Племенное деление сохраняется в Туркменистане и поныне. Сегодня лидеры сопротивления объявлены национальными героями. Их портреты, наряду с портретами президента, висят в воинских частях независимого Туркменистана в комнатах независимости. Прежде это были ленинские комнаты. Учебный центр, где некогда готовили бойцов для отправки в Афганистан, превращен сегодня в военный институт. Здесь куются офицерские кадры для независимого Туркменистана. Есть, правда, сложности с преподавательским составом. Сегодня на территории Туркмении нет никаких иностранных войск, включая российские. Одно исключение – оперативная группа погранвойск России, которая находится здесь согласно договору о совместной охране границы. Народ-то у нас, в принципе, очень интернациональный. Тут разницы не ставят, что российская военнослужащая, туркменская. Они видят, что пограничник охраняет рубежи. А безопасность любого государства начинается с его границы. Эта граница, я считаю, вот то, что проходит, а протяженность границы 2474 километра с Ираном и Афганистаном, это совместная граница. Это границы и России, и границы стран СНГ. На границе в целом спокойно, как с Ираном, так и с Афганистаном. Основные нарушители – пастухи из Ирана, которые зарятся на сочные травы в предгорьях Капитдага и вырубают орчевые рощи. Иногда отлавливают контрабандистов, перевозящих наркотики. Все солдаты срочной службы – туркмены. Правда, в подразделениях армии независимого Туркменистана служат русские офицеры-контрактники. Практически все указывают на отсутствие каких-либо межнациональных трений в войсках. Пока стоит у нас вооружение российское, обслуживание техника идет, значит, все инструкции на русском языке, в связи с этим идет на русском языке. И ребятам самим интересно знать 2-3 языка. Яркий пример у нас вот есть курсанты, которые и русский хорошо говорят на туркменском языке, почти все курсанты. И почти все курсанты, туркмены, говорят на русском языке. Пусть не очень чисто, но очень хорошо. Это первый вертолетный полк российских погранвойск, а грозные МиГи по соседству принадлежат Министерству обороны Туркменистана. Однако уже много месяцев машины не несут боевого дежурства в воздухе. Обслуживающий их персонал с трудом справляется с консервацией самолетов.
Главная проблема для русских офицеров – сложности с выездом за пределы Туркмении в отпуск из-за оплаты в манатах. Ее пытаются решать. Часть зарплаты российских пограничников депонируется на специальном счете в полевом банке в рублях. Пока наши деньги эти лежат, то есть они не в ходу, они практически обесцениваются, пока курс рубля там падает. То есть накопление нельзя делать? Накопление, да, практически нам никакого нельзя сделать. То, что мы накопим здесь, и потом по приезду в отпуск, это практически будут деньги обесценены. Вот. Ну и на данный момент, пока мы не можем получить деньги и выехать в отпуск. Российских военных пока здесь всячески привечают, однако их отток из республики продолжается. Перевести отсюда невозможно. Практически. Почему? Ну, мало сказать, что нас не берут, может быть. И кроме того, еще и не отпускают оттуда. У русских и туркмен давние традиции по совместной охране границы. На этом архивном снимке бойцы Киркинского погранотряда в 1927 году. А это Кайгысы Сатабаев, первый председатель Совета народных комиссаров Туркменистана в 1925-1937 годах. Памятник ему почему-то помешал строительству нового правительственного комплекса. Обломки от памятника до сих пор валяются неподалеку. А ведь имя Атабаева неотделимо от становления государственности в Туркменистане. Все политические и общественные организации, включая правящую демократическую партию Туркменистана, входят в движение Галкыныш – Возрождение. Руководителем движения является Сапар Мурат Ниязов. Демпартия Туркменистана унаследовала собственность и организационную структуру Компартии, но не идеологию. Ее возглавляет Сапар Мурат Ниязов. Идут разговоры о создании крестьянской партии, но пока дело не сдвинулось дальше этого. В республике выковывается новая идеология. Главное действующее лицо нынешней эпохи – Сапар Мурат Туркменбаши, вождь всех туркмен. «Халк, Батан, Туркменбаши» гласят надписи на многих зданиях столицы. «Народ, Родина, Туркменбаши» – так это следует понимать. На прилавках магазинах книги «Бархатная революция Туркменбаши», «Сердар» – это слово означает нечто среднее между полководцем, лидером и вождем. Культ личности – это как бы имеет несколько составляющих. С одной стороны, это некоторая пропаганда лидера, с другой стороны, это тот, ну, наверное, репрессивный режим, на котором должна основываться эта власть. Поскольку в настоящий момент никаких репрессий политических в Туркменистане нету, ну, нельзя с достаточным основанием говорить о культе личности. Ну, говорят, вот висят портреты, там много о нем говорят, присваивают очень много названий колхозам. Я думаю, если бы, допустим, был лидер с культом личности, но про него говорили, вот он хороший, добрый, справедливый, то вопроса о культе личности не было, если бы все полагали, что вот это во благо государства и там так далее. А здесь, если говорят, что складывается культ личности, когда, в принципе, ну, как бы полного комплекса вот это симптомов культа личности нету, мне кажется, больше оснований есть говорить о недоработках службы Public Relations, то есть о недоработке тех людей, которые занимаются формированием имиджа. Сегодня в Туркменистане принято говорить, что под руководством президента Сапар Мурада Ниязова туркменский народ осуществил свои вековые чаяния о создании родного очага и добился независимости. Однако справедливости ради заметим, что на референдуме 1991 года 99% жителей Туркменистана голосовало за сохранение союзного государства. Что ж, новые времена, новые песни. Очень многие люди не желали комментировать политическую ситуацию в республике, отвечать на вопросы перед объективом. Правда, некоторые соглашались. Как правило, они благодарны Ниязову за меры уравнительного толка. Бесплатный хлеб, бесплатная вода, бесплатный свет. Даже Кувейте такой нет, говорят, самый богатый Кувейт, Кувейте такой нет. И скоро наш президент говорит, и хлеб будет бесплатный, и даже мясо будет бесплатный. Так что довольны я. И все довольны народ, как и здесь жизни нигде нету. Высшим органом власти в Туркменистане является Народный совет Халк Маслахаты. В него входит и законодательная власть, и исполнительная, включая судебную, 50 избираемых народных представителей и областные наместники президента Хакимы. Возглавляет Халк Маслахаты сам Ниязов.
Именно этот орган принял решение провести референдум, по итогам которого Сапармурат Ниязов остается на президентском посту на второй срок без выборов. Туркменский лидер возглавляет также гуманитарную ассоциацию Туркмен мира, то есть признан главой туркменской диаспоры. Туркменбаши часто говорит, что в республике нет политических заключенных. Действительно, некоторые из противников президента покинули Туркменистан. Открыто недовольство никто не выражает. Явных групп, социальных групп населения, которые могли бы сегодня противодействовать президенту, сегодня нет. И я думаю, в ближайшее время вряд ли появится. Но не только потому, что им сегодня нет входа здесь, они просто физически не разрешаются правительством, Министерством юстиции, скажем. А в любом случае здесь явно такой оппозиции нет, и люди не чувствуют такого, понимаете, вот ощущения отчуждения от власти. Ну, я думаю, что степень доверия к власти, к президенту, она достаточно высокая. К его несомненным заслугам относят сохранение гражданского мира в республике, спокойствия и стабильности. Сопутствует всему этому твердая власть. Там, где мы сильно говорили про политику, там можно убрать, а то нас посадят. Нас нельзя говорить ничего нехорошего. Так у нас гласность или не гласность? Нет, у нас не гласность, у нас гласности нет. А что у вас? У нас ограниченная гласность. Ограниченная? Да, можно говорить «виват», «нет». Остальное говорить нельзя. Дай бог ему здоровья. Да. Российский историк Андрей Сахаров характеризует правящий режим в Туркменистане как авторитарно-националистический. Никаких, однако, внешних гонений на русскоязычное население нет. Фархад Назипович, как складывается ситуация в области межнациональных отношений в независимом Туркменистане? Если говорить о первом этапе, в начале, ну, наверное, был некоторый шок. Сзади захлопнулся занавес, люди оказались отрезанными от мира и в какой-то мере, как им казалось, от родины. Ну, была растерянность, может быть, некоторый шок. На втором этапе ну, я постоянно опрашивал людей, представителей вот русской национальности, украинцев, об их самочувствии, об их переживаниях, об их настроениях. На втором этапе у них было ощущение, что вот они иностранцы, которые живут в другой стране. И это вот вдруг они оказались иностранцами. Ну, на третьем этапе можно говорить, что все эти страхи, в принципе, прошли. Русскоязычное население оказалось, ну, достаточно хорошо включенным в реальную жизнь. Какие-то конфликты вот на бытовом уровне, на уровне магазинов, там, улиц, все это, вся эта напряженность снялась. И в настоящее время, в принципе, многие уже готовы работать, здесь жить. Туркмены русских. Это чисто братские отношения. И никогда не возникали, вот у меня, например, не возникало. Бывает на бытовой, так сказать, почве какие-то отношения в магазине. Но сейчас, я вам скажу, особенно в последнее время, как-то четко стало заметно, что вот, туркмены, русские стараются быть поближе с русскими, все быть вместе. Поэтому нет, вот как в других, там какие-то четкие деления, там кто вредит, зло, такого практически нет. Туркменский народ очень лояльный народ, в том смысле он очень терпеливый, терпимый. И, может быть, в этом наше, так сказать, преимущество, то, почему мы и здесь живем до сих пор, и не уехали, что это достаточно спокойный народ, ну, опять-таки, повторюсь, лояльный, потому что, и, во всяком случае, я не чувствую на себе никакого давления. Явно здесь не хотят, чтобы уезжали русские специалисты. Видимо, с этой целью была запрещена продажа приватизированных квартир сроком на 10 лет. По-русски, тем не менее, говорят почти все, и не столкнешься с ситуацией, когда кто-то сознательно не отвечает на вопрос, заданный на русском языке. Ратифицирован Меджлисом и закон о двойном гражданстве. Теперь очередь за Государственной Думой России. Объективно говоря, по сравнению с другими бывшими республиками СССР, ситуация для русских достаточно благоприятная. Поэтому не очень-то было понятно, почему Министерство юстиции отказало в регистрации русской общине. Русская община, вот она, видите ли, что-то такое там не то дает. Ну а как же так? Ведь мы же теперь здесь иноязычные. Ведь туркменская община же существует в Москве, туркменская община есть в Турции, в Иране община. Это можно.
Мы же не собираемся воевать, мы наоборот собираемся помогать. Значит, мы обратились в Министерство юстиции, у нас письмо. Оповестили о том, что мы создали, значит, оргкомитет создан устав, все. Беседовали со мной в Министерстве юстиции. Товарищ сказал, что ничего мы от вас не примем, зачем это нужно, это ни к чему, зачем, мы все здесь единая семья и так далее, там по-разному. Наша задача помочь нашему государству, а русскоязычное население много же народов, и более-менее квалифицированный рабочий класс, и квалифицированные инженеры и так далее, чтобы не было оттока. Потому что, как вы знаете, когда началась эта суверенизация, со всех регионов Средней Азии начали бежать русские, в прямом смысле. Будь русская община, вы меня извините, значит, мы бы уповали на экономику. У нас весь устав чисто экономический. Значит, инвестирование, опять-таки, было бы из России сюда. Мы создавали совместные предприятия. Разве плохо для Туркменистана? Да великолепно. Наше посольство, мы к ним обращались. Крайне, на наш взгляд, не соответствует тому, что нужно. У нас есть масса свидетелей, фактов, когда с русского посольства выгоняли просто русских людей. Просто выгоняли. В 1991 году власти предложили общине подождать, не настаивать на регистрации, законсервировать деятельность, дабы избежать страстей. Российское посольство в Туркменистане, куда обращался Фомин с единомышленниками, не видит особых оснований для беспокойства. Да, мы знаем об этом, и мы разговаривали тоже с руководителями государства на тему создания общины. Из выступлений президента Туркменистана Ниязова уже практически все и в России знают, что да, здесь идет процесс нормальный, процесс образования и обществ, и партий, и всего такого прочего. Но он не форсируется. И мы понимаем политику, которая проводится руководством Туркменистана, и тоже не намерены форсировать. Но я думаю, что время, оно покажет. И время приведет к тому, что со временем, конечно, наверное, община будет здесь российская. Посольство втирает глаза, наверное, там Ельцину, значит, что тут все хорошо, или как-то тут все хорошо. Но не в этом плане нужно. Вы что думаете, Россия нас всех ждет, и Россия будет собирать? Да невыгодно России нас собирать, дороже обойдется Россия, и дешевле нам помочь здесь, чем нас забирать туда. Ну а есть какая-то поддержка? Никакой. Никакой. Вот именно мы же обращались к посольству. Посольство ноль. Последний год отъезд русских за пределы Туркменистана несколько сократился. Население республики пополняется и за счет беженцев, бегущих из районов конфликтов пока что стабильный Туркменистан. В основном это армяне и таджики. Ничто, кажется, не предвещает того, что президент Туркменистана пойдет на более тесную интеграцию, чем та, которая существует в СНГ. Народ же не забыл многого из совместного проживания под союзной крышей. Ностальгически вспоминают о прошлом очень многие. Приятно все-таки, что пока русскому путешественнику сюда не нужна виза, приятно, что никто не считает тебя здесь оккупантом. Словом, пока под палящим солнцем царит стабильность. Надолго ли она? Удастся ли сохранить стабильность? Покажет лишь время. Ну, конечно, без ошибок не бывает в работе, в истории. То есть сама по себе история сейчас на наших глазах формируется. Все может быть. Ну, невозможно, чтобы не было ошибок. Но все, что делается, оно как-то логически, мне кажется, выверено. И во всяком случае, в такой переходный период вот сохранить это согласие, спокойствие, пусть оно даже относительное спокойствие, но все-таки оно есть. И уверенность, ну, скажем, пусть не в завтрашнем дне, но в сегодняшнем дне, она присутствует у многих людей. Циничные убийства общественных деятелей следуют одно за другим и стали мрачной приметой нынешнего времени. Сегодня провожали в последний путь скончавшегося от ран, нанесенных неизвестными бандитами, доктора права, депутата-коммуниста Валентина Мартемьянова.
Около 30 лет он проработал на кафедре хозяйственного права Всесоюзного заочного юридического института. Недавно вышел его двухтомный учебник. Однако